А вот какова процедура принятия закона, да, конституционного, и как появляется такая инициатива? Во-первых, изменения, внесения в Конституцию и дополнения, они регулируются конституционным законом. Есть специальный закон, который называется также о внесении изменений в Конституцию, основной закон Республики Саха-Якутия. Субъектами права, то есть те, кто имеет право вносить изменения, это глава республики и депутаты Государственного собрания Илтумен. Вот. Но прежде чем вносить эти изменения, как я говорил, широкое обсуждение проходит. В первую очередь это обсуждение в Конституционной комиссии. Конституционную комиссию республики возглавляет глава республики. Туда входят представители органов исполнительной власти, представители политических партий, которые входят в Государственное собрание Илтумен, научное сообщество. По каждой позиции создается экспертная научная группа, которая изучает все те изменения, дополнения, которые вносятся, и соответствующие выносят заключение. После этого субъект законодательной инициативы вносит в Государственное собрание Илтумен. Государственное собрание Илтумен проводит широкое обсуждение. Вы были свидетелем, наверное, когда у нас было очень такое широкое обсуждение в рамках публичных слушаний. Да, многие граждане в этом участвовали. И не только в свете изменений нашей Конституции, но и другие проблемы нашего общества как раз граждане высказывали на этих публичных слушаниях. Но думаю, что одна из основных таких позиций, то, что власть, какая бы ни была, органы исполнительной власти, законодательной власти, местного самоуправления должны открыто обсуждать те или иные вопросы и проблемы с населением. Вот. Ну и, конечно же, обязательно публикация в средствах массовой информации, то, что мы и делали, ну и обсуждение уже в Государственном собрании Илтумен, на заседании Государственного собрания Илтумен. Конституционный закон о внесении изменений в Конституцию, он принимается не простым большинством голосов, а 2/3 от общего числа депутатов. То есть у нас сегодня 70 депутатов, 35 по партийным спискам, 35 по одномандатным. Соответствующие, значит, 2/3 голосов не менее должно проголосовать. Это порядка 48 депутатов должно проголосовать, чтобы этот закон был принят. Поэтому вот такая вот процедура.